Огонь прийди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, ён брамой подаюсь, я не входи, как мне житё. Огонь приди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, ён брамой подаюсь, я не входи, как медь житё. Огонь приди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, ён брамой подаюсь, я не входи, как медь житё. Огонь приди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, ён брамой подаюсь, я не входи, как медь житё. Огонь приди, в уголе наших сердца распали, духом любови, з'єднай крижи нас, ён брамой подаюсь, я не входи, как медь житё. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з духом твоїм. Будзе клікаць мяне, і я пачую яго, вызвалю яго і уславлю, наталю яго доўгім жыццём. Падчас гэтай святой імшы малюся за Палуду Настю. З нагоды дня нараджэння, просячы здароўя, святла Духа Святога на час вучобы і здачы экзаменаў, а таксама патрэбных Божых ласкаў. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, шиком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами.
помолимся. Всемогутный Боже, про что на новое переживание Великого посту дай нам плывей разуметь таямницу Христа и годным житем имкнуться до ее исполнения. Про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги Бытия. Пан Бог створив чоловіка з пилу землі і вдихнув у ноздри його на подих життя. І став чоловік живою істотою. І посадив пан Бог сад у Едемі на сході, і поселив там чоловіка, якого створив. І виростив пан Бог з землі усілякое древо, привабне з вигляду і добре для їжі, і древо життя посеред этого саду, і древо познання добра і зла. А змей був найбільш хитрим з усіх польових здаров, яких створив пан Бог. І сказав змій жанчині: «Ти справді сказав Бог, не їжте з ніякого древа у раї?» Жанчина відказала йому: «Ми можемо їсти плоди з древ саду, але про плод древа, якої у середині раю, Бог сказав: не їжте з його і не докрайтеся до його, как вам не померти». І сказав змій жанчині: не помрете, бо ведає Бог, що у день, когда вы покаштуете з його, откроются очі ваші, і будете як Бог, який ведає добро і зло. І убачила жанчина, що це древо добре для їжі, і що і оно привабне для очей, і пожадане древо для добиття познання. Тоді взяла вона плод його і їла, і дала так само мужу своєму, і він їв. І відкрилися у їх обоїх очі, і познали вони, що голые, і зшили листи з смоковниці, і зробили собі пов'язки. И это Слово Божие. Дякуємо Пану. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Смилуйся надо мною, Боже, великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие моей. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тебе одному я сгрешил, и зловшение перед Твоими очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обнови во мне тривалый дух. Не откинь от меня своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего, и умасуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои будут возвещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, як през одного чоловіка грех вийшов у світ,
і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Калі за праступку аднаго чалавека смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму, Езусу Христу. Як праступак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і праведнасць аднаго прынесла жыццядайнае апраўданне усім людзям. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Слава Тобі, Слова Божие. Слава Тобі, Слова Божие. Не хлебом одним будешь жить, человек, али кожным словом, что выходит в уст Божих. Слава Тобі, Слово Божие. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Macieja. Chwała Tobie. U той час Дух вывел Иисуса на пустыню, как дьявол выпробовал его. И постил он 40 дён и 40 ночей, и нарешті заголодался. Тады подошел до его спокушальник и сказал ему: «Коли ты сын Божий, скажи, как гэтые камени стали хлебом». А он сказал в отказ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, али кожным словом, что выходит з уст Божих». Тады узял его дьявол у святый город, поставил на версе святыни и сказал: «Ты сын Божий. Коли ты сын Божий, кинься вниз, бо написано, анёлом своим загадал на кон тебе, и на руках понесут тебе, как ты часом не спотыкнулся об камень ногой своей». Иисус сказал ему: «Написано так само, не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». Дьявол знов узял его на вельми высокую гору и показал ему усе владарства свету и славы их кажучи: «Усё это дам тебе, коли упадешь и поклонишься мне». Тады сказал ему Иисус: «Отойди, сатана, бо написано, Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тады дьявол покинул его, и вось анёлы подошли и служили ему. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Новость такая радостная, одразу на Макафе. Еще 35 дён Великого Поста и уже закончится. Так что мы распочали уже 5 дён, 5-й день сегодня открываем у Великим Посте. И все разом по Кольцовую мы пришли, и нам были посыпаны головы попелом. Попел это он робится, все он спалит специальную печку такую там зробил под костелом, и там палить эти пальмочки, вербочки, какие были год тому назад мы освещали, и он их разбирая, мели и так далее. Я так думаю, часами нам так само треба посыпать головы попелом. Они не обов'язково з этих вербочков, какие. Например, те, что информатики такие знания, треба было спалить компьютер, его помолоть этим попелом. Те, что сдать их стартом информатики попелом с компьютера. Кому-то кто-нибудь пригожий приодеваться, например, такую сукню спалить королевы какой-нибудь македонской, пригожую золотую, и этим попелом сукни за пригожей посыпать. Кому-то еще каким-то науковцам спалить какие-то дипломы, какие там на мусорке лежали, их так само спалить, так само этими дипломами посыпать. Кожному, нехай кожен подумає, який попіл хотів собі на голову прийняти, або який належить самому, який хотів прийняти. Бо цей попіл, це перемена нашого життя. Надо спалить то, что десь нам мешает, в такий сенс. И это и есть Великий пост. Памятаете, как мы туда, про что идем в Великом посте? Как мы научились Бога. И все эти наши постановы, еще кто не поднял, то захочу, как их заробить. И они нам дадены, как мы в нашем житті приблизились до Бога, наблизились. Хтось, пам'ятаєте, у вас говорив, я вже не пам'ятаю, може не у вас, що
пришел молодый млих до старшего млиха, и так Великий пост распочался и говорит: мой мишу, мой наставник, дозволь мне подчас Великого посту уставать в 4 годины раньше. Дедок поглядел на его и говорит: а тебе выйдет это учинить? Так, выйдет. А то не дозволю. Не дозволю. Ну, бо это так. На час Великого посту мы поднимаем то, что такие постановы, что нам здається, що ми повинні зробити. Напевно, хтось скаже: я видержу 40 днів без цукерок і не буду їсти солодкого. Видержу, не буду їсти. Напевно, видержу, я вже 40 летний, я не видержу. Это постанова такая, она ничего в твоем житті не приносить. Дома, коли ты, может, не есть цукерки, когда ты цукерки не покупаешь, то, может, когда ты гроши за этой сладости будешь слаживать такую шкатулку, скарбонку, и потом, когда их отхвываешь, милостину для отхвы ближнего человека, ну, костела, содержите на себе. Так, это сенс посту, сенс посту. Ну, вельми часто люди пишут: я не ем цукерок, а лет той заканчивается Великий пост. Сядаю и 10 килограмм в один день с мертвых повстаний разрабатываю. Кому на руки купляю 10 килограмм и ем цукерки. Наконец сахар стабилизировал, что в моем организме можно жить далее. То есть, ты бы сказал, он так делает, сами у нас полетели. Ну, и так, какая же это наша постанова повинна быть? До чего она повинна быть накирована, что она, кто-то скажет, что в Великом посте можно есть мясо про 40 дней? Как вы думаете? Конечно, можно. Костюм говорит, стремительность только у пятницу от мясных покармов. Так что не треба себе сказать, что целый Великий пост нельзя есть мясо. Можно споживать. Конечно, жадає себе такую особисту постанову поднять, то може і поднять. І може пробувати. Але за те гроші зекономлене з цього м'яса треба було б саме на щось спустити, якісь речі добре. Ну, это и так великий пост. А яка наша постанова повинна бути? Ну, наприклад, хтось шмат розмовляє. За шмат говорить. Тут трындить. Можно было бы сказать, если посмотреть, что в Великом посте буду меньше размовлять. Меньше буду говорить. А может, кто-то тихий, завжди там где в угле сидит. А что я? Вы так добрые, все говорят, я не буду размовлять. Все молчат, я молчу. Может, тогда постанова такая, что буду больше размовлять. Вы выходите гости инициативой, а не только сидеть и чекать, хтось щось скаже. Або, наприклад, хтось вельми пригоже придається. Ну и на Великий пост скажет, что буду меньше прикладывать уваги до своего выгляда, буду меньше маляваться, пудроваться и так далее, не знаю, там это говорить. Ну, и так далее, и так далее. Ну, это так само. А кто надеется так были, як, ой, я так, такі были, який чоловік, так были, як надеються. Та може у Великім пості варто пригоже придеться, как убачить, які я пригожі. Это так само постанова, что за постанова такая? Ну, такая постанова. Тяжкая. Но кто себе там завжди унижає в своем внимании, себе низко ценить, и таки ходит завжди добитый. Бо все вокруг супер, а я он такий кепский. Альбо я такая кепская. Это так само моя постанова, как може у Великім пості трошки змінити щось, якийсь погляд на своє життя. Бо тим самим я так само змінюся. Чому? Коли мені говорять, що тобі вийшло, а тобі не дозволить. Бо постанова наша повинна бути такая. Я постанавливаю то, что я уже не вытерплю. Когда я этого не зараблю, то я уклянчу до этого и буду молиться, как Бог мне допомог. А не я, под конец поста мне вышло, мне вышло, я ничего не роблю. Мне удалось, а як тобі удалось? Не удалось. Но мне постанова такая, что я ведаю, что мне не удастся, тому больше молитвы, как дякуючи ласці Пана Бога. И под конец Великого посту я вдячний Пану Богу, что Бог мне допомог вытянуть. А может, не допомог вытянуть, может, здесь я там как упал один раз, другий раз, а не повстал. Это показывает, над чем я маю працевать, что я маю изменять, что потом, может, мешая не только мне, а и так само и здесь другим людям. Бо это справдная постанова, и она не такая и легкая, и она вельми тяжкая. Мы так бы хотели так в якийсь спосіб імкнутися і щось робити. Хтось, наприклад, любить фильмы, ходить в театре постоянно, то можно Великий пост постановить, что не будет ходить. А то, кто ни разу не был, может, один раз на 15 годов, то может постановить, запросить жонку, альбо мужика, и пойдем разом в театр. Наконец-то. Что можно в Великом посте пойти, можно, что ничего нельзя в театр пойти. Ну, вот это вот так самая постанова великая. Тяжкая, трудная, да? Вы можете даже какие там театр.
Альбо постанова, что там, я уже не размовляю с мужем там 3 года. Ну, давайте себе постановить, сказать, что все. До того моменту буду стараться размовлять, альбо не отзывается мужик до жонки. Бо я назов такі, ну то треба сказати, плести, осмелиться, начать розмову якусь вести в житті нашому. Как эта постанова была. Сегодня мы в Евангелии чуем пригожую речь. Пригожую. Иисус Христос подданный тройчі крові. Тройчі крові. Первая крова относна хлеба. Хочешь? Возьми ученицу. Дьявол хитрый. Он не принес Иисусу Христу одразу. Он мог принести кусок мяса, скажи, бери и ешь. Уже зажаренную в котле ее. Только разогрейся в микрофоне. Не зови так. А говорит, коли ты сын Божий, скажи этим каменям, как они переутворились в хлеб. Чи дьявол верил, что Иисус Христос является тем, кто его небавом переодолеть на крыше нету. А чему его называют Сыном Божьим? Бо він називає кожного чоловіка Сином Божим. Бо кожен з'являється створенням Божим, дитем Божим. І це Син Божий, що означає? Значить, дьявол вірить, що кожен чоловік, кожен, не тільки Ісус Христос, може сказати камню, як стався хлібом, і він станеться. Для этого нам потрібна віра. Пам'ятаємо, Ісус Христос говорить, як віра ваша була так велика, і ви б сказали, в этой горе пересуньте, и она бы пересунулась, послухала бы вас. В это место, куда вы показали. Это есть относно веры нашей. Это хлеб, який мы туда камаем. Например, наступная спокуса. Кинься вниз, а написано, что анелы тебя будут носить на руках. Тобі не дозволить, как ты покрывил себе, хоть трошки поцарапал свою ногу, об кисти камень. Так само древняя спокуса, добрая, ну, говорить о бачності Пана Бога. Що Пан Бог іде перед нами, Він нами керує, хоче нас оберігати. Альбо ще слідуюча наступна спокуса. Завел на вершину горы и показал, все владали, говорит, поклонись мне. Все это твое, и все влады твои. Что есть суместного у этих всех спокус, какие дьявол оперует? Говорит Иисусу Христу, остановися. Остановися. Бо коли мы остановимся, и в наших постановах наших будем такие самые должны поднимать, бо мы их добрые, и в наших розных справах, тогда дьявол уже над нами панує. И он же має над нами владу. Поглядим, пам'ятаем, ну это один из прикладов. Давид остановился, не пошел на войну, что был грех. А поглядим на Абрахама, чему Абрахам, отримовывая великую обетницу, и потом его нараджается с Баута свету. Потому что Пан Бог вывел Абрахама с Ульхальдельского. Сказал ему, и он пошел. И все житье вандровал. Все житье вандровал. И мы сегодня тут приходим. Великий пост является такой вандровкой. Наполненный разными набоженствами. Уже в ближайшие пятницу, субботу, неделю мы будем сюда приходить в костел, мою надею. У нас тут как будут реколлекции. Святые дни, 3 святые дни, которые нам Бог дает. Как мы здесь зазернули в глубину своего сердца. И може не важно, які реколекціоністи приїжджають. Важно, чи я в этом Слове Божьем знайду стоя ключ для своего життя. Вот это основное. Это основное. Например, маем набоженство крыжового шляху. В эту пятницу было, не было за шмат людей. В эту пятницу. Мне не было, а я покрываю своих людей. Поставленных сверху, мне Пан Бог показывает. А маю надеюсь, что уже наступные пятницы нас более з'явится трошки. Как мы могли молиться. Не только, принаймні, хоть раз на пятницу прийти сюда в костел, как помолиться крыжовым шляхом. Пригожим. И может под конец крыжового шляха ты зразумеешь свое житье. И зразумеешь того, что ты дадено это терпение, в этой крыше ты несешь. Что до чего ты тебе повинен привести, а может уже доводить. А ты не хочешь этого взять, принять. Альбо, например, ты сегодня после святой мши отпеваем песни жальбы, так само пригожее набоженство, якое нам костел дает. Альбо, наприклад, там хто нести не буде, змог прийти на этой песні жальби, може вам там вдома собі відчинити цей текст. Не обов'язково вже співати, може не маємо таланту, але прочитати це слово. Задуматься, что там есть. Что у первой године, что у другой, что у третьей године этой песни жальбы. В этих частях, пробачте крыластые. Как это нам помогло в якийсь способ тримати прибол. Тримати прибол. Бо Христос подорожничає. Потом
будзе рэзурэкцыя, мы зноў будзем хадзіць вакруг касцёла. Всё время ходзіць. Але калі остановимся, не дай пане Боже, придзе адразу грех, придзе спакуса. И дьявол говорит: остановися, Сыне Божий, остановися, хватит это чинить. Ты не избавляй этих людей, остановися. Остановись тогда, и я Христе, Господи, было бачите, уже как и доставлено людей строим. Вот это и есть. Так само. Тут такая спокуса приходит к человеку. Поглядим, что нам тут такая еще вельми цікаво. Чим є хліб, де його вкусить дьявол? Ну, коли, это еда. А что добрый спожитель дает человеку? Здоровье, пригожость, силу, энергию. Коли мы, конечно, обжираемся, ну, потом, когда нам желудок болит, нам что-то еще болит, мы начинаем полнеть, нам тяжко ходить, потом странность и жжёг начинаем ценированная речь. Это древная еда была. Так, наступная речь. Что мы еще маем? Маем анёлов, маем кинься вниз. А анёлам твоим загадали, как я на тебе на руках носил. Мы так само себе складаем пожелания. Добра, здоровья, 100 годов, 300, 500 годов. Представляете, как человек так жил 500 годов. 500-й день народжения, день на Караибах. На Караибах мы находимся и едим кальмары. Кальмары в горле сидят, а мы еще едим. Уже не было ничего успеть это глядеть. Интересно мне было бы жить, не разумею. 500 годов. 687 раз проезд золотым кораблем, если там на какие-то океане переплываем подводной лодкой и так далее, и так далее. Что за интерес життя такие? И тут так само такие ожидания. Мы часами так себе жадаем, а потом думаем, ну да, так задолго жить, таки неприемно было бы, да. Однако Бог ведает, что кому столько потребно, кому умели это знайти. І ще наступна річ, яка тут є. Дьявол знову взяв його на високу гору. Поклонися, а я тобі віддам всього послідання. Поклонися мені, отдай мені поклон. І ми неоднократно в нашем житті забігаємо від доброти этого світу. Наприклад, десь там пробуємо себе витлумачити, оправдати. А, это не грех, это все так роблять. Все так роблять, это не грех. Альбо, что мне там на работе, я работаю, мне там не доплачивают, я тут трошки больше беру. Вот это сатана. Хитрый лис написано. Пробуя на разные способы. Мне належится взять, мне там не доплачивают, я могу себе взять с этой працы что-нибудь. Одну врачебу, вторую, а 10-ю грех. И на разные способы мы там говорим, это мне належится. Я умею сказать человеку. Так мы сегодня почули размову Адама и Евы с мужем, альбо Евы с мужем. Хитрый способ принес. Не сказал, пана Иисуса не принес на пустыню, проститутку поставил прихожую дверь. Нет, пан Иисус бы так не взял. Треба хитрый способ представить. Смотрите, камни, голод. Хитрый способ, мудрый кусит человека. И нас так само, вот такой способ, упрос николи не скажет. Иди с грошей. Нам кто-то сказал, не пойду. Але коли мы сами до этого дойдем, а так пойдем. Але кто-то нам скажет, иди гроши. Не, я христианин, я католик, я верующий человек. Куда я пойду грошить, какие это способы? Но это так есть в нашем житті. Как мы умели и памятали, что нам треба. Але что нам потреба, как змінити життя? Потреба нам таке змагання. Потреба заризикувати. Пам'ятаю, як прийшов на университет, закончился частный литератур в Кракове, ну и первую книжку, которую там тыдень не прошел на университете, научного Платона, прочитать. Я открываю, прочитал полсторонки, все, уже голову так держал. Она сама летела просто. Мозг не вырабатывал, информация какая-то была. Ни в какую не вырабатывал. 15 минут кивнул, снова начал читать. Полгодины снова. И снова меня ломит уже. Прочитать. Целая книжка. Я сторонки одной не могу прочитать просто целый день. Вот таких это способов. Благодарю змагання. Вот так это день. Коли ми щось хочемо змінити, то нам буде болеть, нам буде тяжко. Ми не один раз поддадимся. Але дякуючи этим нашим досвідам, мы все больше и больше познаем. Навошта? Мы больше развиваемся. И это кризисы в житті, які приходять на кожного з вас. Навошта? І не приходять. Мы так часами молимся, Пане Боже, нам виконай это, и Пан Бог наконец дає нам. То, что мы молились.
Але не в такий спосіб, як ми чекали. А хочеш добре, тут плани маєш на завтра хороші, а то і пан Бог присутку хворобу якусь, не знаю, ангіну. І треба їсти замість. Їхати кудись, треба їсти, їхати до лікаря. Така фізична того, і все, уже наші плани уже розвалились. А це пан Бог. Містики Костела сказали, що кризиси, які приходять чоловіку, дадені, каб його узмацнити. Бо коли приходить кризис, то справді християни говорять, о, штось повинно повстати з цього, штось доброго, штось нового, не такого, як я чекав. І нас узмацняє, наповняє надії, дає нам отвагу. Мы бы так хотели, так легенько по этих ступеньках пройтись. А часами сходишь на одного кризису, ставишь ногу на другие уже, и уже все, уже начинается наступное. Навошника, это нас узмацнит. Как нас поставить супротив зла и государственного света. Как оно нас не порвало, не оторвало от Пана Бога наиважнейшего. Мы так легко бы хотели сами себе выполнить, усправедливить. Однако нам это не дадено упрочить. Просим за тым, браты і сёстры, каб мы падчас гэтага вялікага посту, які сёння распачыналі, не стаялі на месцы, пробовали падняць якіясьці пастановы, можа цяжкія, можа сапраўды мы іх не выканаем, але будем пробовать і змагацца, каб не стаяць на месцы, а ісці наперад. Па-другое, калі прыйдуць гэтыя спакусы, каб мы разам з Ісусом Христом могли сказать гэтыя словы. «Отойди, сатана», бо написано, «Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Неба и земли, всякого и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого усё сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения врагов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Раз Ісуса Христа, який у гэтый час великого посту закликає нас до нарождания и покаяния с доверием, изнесем для Бога Отца наши просьбы. Молимся за святый костел, как бы все его дети объединались в супольном імкненні для единого и соправдного Бога. Себе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как они были готовы очиститься от усего, что перешкоджает им служить Богу и людям. Себе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы всего свету, как они зрозумели, что Христос является их соправдным Богом, який любить кожного чоловіка. Себе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які у своєму житті зустракаються з особливими спокусами, как при допомозі ласки, вони зосталися вірні Богу. Себе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей,
охоплених розпачу, каб яны прыняли падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраных, каб мы были готовы до охвярности, якой потребует от нас любовь до Бога и ближних. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся o intencję Kościoła Świętego za Pawłu Настю, z powodu dnia narodzenia, prosić o zdrowie, światła Ducha Świętego na czas uczobu, a tak samo zdać egzamin i potrzebnych Bożych łask. O Ciebie prosimy. Wyслухай нас, Panie. Następny Boże, Ty wyklikasz nas do wywiadania, jak my mogli jeszcze pełniej poznać Twoją wielką любовь, uczynić prosim, jak my byli posłuchane Twojej woli przez Chrysta, Pana naszego. Amen. 192. Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, як земля, что прагнет воды. О, Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, як земля, что прагнет воды. Молитесь, как Марию Ивановну, офиару принял Бог, Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, uczyni prosim, kab my należnym czynom składali Tobie ofiarę, jakую rozpoczynają po Chrystowu, na świadkowanie wielkodnej tajemnicy przez Chrysta Pana naszego. Amen. A z Wami I z duchem Twoim ugovoru sercy uznosimy do Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna Wyda i sprawiedliwa. Naprawdę godna Wyda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku. Panie święty, wojczał się mogutny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On przez 40-dzienny postu pustyni swoim przykładał, освятил час покаяния, и Он zrobił daremnymi все podstupy złego ducha i nauczył nas pieramachczy grzesznych spokusy, как мы с частым сердцем отзначали великодные святы и wreszcie dosięgnęli wiecznej Paschy. Тому z aniołami, archaniołami, z всеми świętymi my прославляем Ciebie, razem z nimi uklикаючись. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сотворный Боже, Ты святый, крыница всякой святости, тому едности с усим Костелом, первый день дня, как Иисус Христос воскрес, послал на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, всемогущего Бога, освети, как Ее дары, растопи Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie
і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego все, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця веры, Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Wspominając śmierć i mертвых, powstanie Twojego Syna, wieruję Tobie, Panie, chleb życia i Cień wspomnienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, abyś nas, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie udoskonalał любові razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які поснули надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї дійшов з этого світу і дозволив йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, которые сподвеку подобаются Тебе. Как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христоwie ukryliście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny dział. Amen. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, Святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство, и моц, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, які явиш на себе, враги світу, змилуйся над нами. Барану Божий, які явиш на себе, враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а
Baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний я на вечеру ягоную. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Земля безплодная, пустая, земля засохла без тебя. Мой Бог, тебе шукаю здраву, скажи мне, Господи, ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Душа воды твоей так правде, душа смягла без тебе. Мой Бог, тебе шукаю здраво, скажи мне, Господи, ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. До неба руки я uzношу, свой дух ты посылаешь мне. Любовь твоя, як сказ коштовний, хвала мой Господи тобі. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Земля безплодная, пустая, земля засохла без тебя. Мой Бог, тебе шукаю здраво, скажи мне, Господи, ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я тебе, мой Бог. Misericordia Domini, y nunca acabó. Misericordia Domini.
misericordias Domini, in eterno cantabo. Misericordias Domini, in eterno cantabo. Молимся. Отпоцелование хлебом небесным, яки жить, веру повеличивая надею, змацовывая любовь, просимся, не Пане, как научил нас празднуть esta Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с устного ягоных выходит, раз Христа Пана нашего. Аминь. У нашей парафии тривають колядные ответины. Записываться можно у закрысты кожную неделю после святой мши у 10:30 спеваем песни жальбы. Кожную пятницу Великого посту сердечно запрошаем на святую мшу у 19 годин после яе на крыжовый шлях, які проводят суполки нашей парафии. У минулую пятницу были ружи ружанцовые, дякую им. У наступную пятницу маці ў малітве 6 сакавіка Маргарыткі, альбо іначай тыя, хто моліцца за святароў, 13 дзеці, 20 моладзь, 27 суполка вароны жыцця, таксама суполка, якая моліцца за душы ў чысту церквіче, і 3 красавіка, Великая пятніца, і заўсёды мужчыны нашай парафіі. Реколекции великопостные отбудутся уже у ближайшую пятницу, 27 лютого. Духовное практикование проведет ксёндз Андрей Лысый, пропасть святой парафии святого Иоанна Евангелисты у Минску. У пятницу у 15 и у 19, у субботу у 15 и у 19, и у неделю, каждую неделю у 9, у 10:30, у 12 и у 19. Ахвярования, собранные в пятницу и в субботу, будут предназначены для айца реколекционисты, як наша подяка за выглашенное Божие, обещанное Божие Слово. Каждый день у нашей каплицы тривая адорация подается в Святейшем Сакраменте. По инициативе Каритаса Минско-Могилевской архидиецезии на период Великого посту организуется доброчинная акция для детей. Эта акция называется «Скарбонка добрыни». Ее мета не просто собрать ахвярование, а дать детям махчимость про конкретные учинки особистой ахвяры и помогчи своим хворым одногодкам. Все собранные сродки будут накированы на подтримку дитячого доброчинного социального рехабилитационного центра Святого Луки «Каритас» у Лясковцы. Место, где находят допомогу у час и часовый дом дети, которые змагаються з онкологічними и іншими тяжкими хворобами. Что это иначе выходит, что дети могут себе такую скарбоночку зробить, або якусь скриночку нести, куда выкидали там по несколько копеек у день, а потом под конец Великого посту их принести сюда, изложить при алтаре, а затем ксёндз пробаш вашей парафии передаст их у социальный центр «Каритас». Так что это вельми пригожая акция. Я памятаю, я за межой был, когда в Польше працевал, там постоянно такая акция, где скарбоночки такие бумажные, там дети складали по копейце, по грошу, кто 20 копеек, кто 30 копеек. И дякуючи этому, каждый день назбиралась якась сума, яку ахвяровали для потребы других людей. Как учить ахвярности, допомоги. Так само есть новый номер часописа «Аве Мария» варта его взять и прочитать. Тут наша одна из парафиянок Станислава Тишкевич, так само свой артикул написала, памятная старушка, приходила, лет ходила, а иначе живее,
Дякую Богу. Навіть написала, что важко взять, читать на Великий пост, уже больше читать, больше познавать Пана Бога, разуметь других людей, слухать других людей. Дякую за керування на будову супольної індивідуальної молитви, співократної клінічної прибираємо після зали тут ділу, помолитися за підтримання таких місяців народження, ювілеїв. То чекає на тих дітей, хто приймає на спокійних організмах, на події офертацію наших парах, так само можна хотів сказати Боже, син, кожен повчає нас от паці Боже Зентов. Твоєї обороні віддається. У наших потребах не погрожай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, Фане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами, И с Духом нехай Твоим. вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. У безодні
ласки, починаем разважать над мукою нашего Пана Иисуса Христа, ахвируем Его небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибоской величи покорно, дякуючи за великую и надзвычайную любовь до человечества, за то, что спаслал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыже. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ушанавання Найсвятейшей Панны Марии, Маці Болесной Божого Сына, а таксама на ушанаванне святого Юзефа и тых святых, якія вызначаліся асаблівым набажэнствам да мукі Христа. У першай частцы будем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў у час ад малітвы у садзе аліўным аж да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя зневагі Пана, які іх сам за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святого Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і за ўсіх неверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне.
Камінами я бажати, Єзу, милий Пане, Єзу, така я лиша віри, вині путаться віка сікаві, Єзу, милий Пане, Єзу, свою рукою нахали, благословити заправили знання, Єзу, милий Пане, Єзу, разілжили тут смеха, Богу пошика виплити названий, Єзу, милий Пане. Хвала бажана нашому Пану, за всі знявані, за відчавані, за всі терпінні, за всі учені, за наше зновління. Ах, я матінки співаю, смуток серця не стискає, ранить серця гострий меч, ранить серця гострий меч. О, Мария, что с тобою, как принижена рядою, плачу я тянем слезам, плачу я тянем слезам, что пытаешь, улетая, мои силы замирает, сердце кровь не залила, сердце кровь не залила. Мать чистая, святая, плачу, что ты не живая, ой, замри, твой ясный план, ой, замри, твой ясный план. Сын мой любый, сын один, слушанный крыльей заливы, тяжко что я мог познать, тяжко что я мог познать. Мотивации и любови буду плакать я с тобою, горько
Жить по здоровье права, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры и милости, Богу вечно уройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, що от них походить, та Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Божа, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отшували себе днем Твоего откупления, и яки живешь и владарь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Будь завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды